маселебиз бар. 4 күн мурун Якутиянын Олом аймагында бир кыз жоголду. Карина Чикитова, ал болгону 4 жашта. Баарын карагыла. Ар бир бадалдын түбүн, ар бир жарды. Бир куткаруучу 10 ыктыярчыга жоопту. Өлүүбү же тирүүбү, кызды табышыбыз керек. Менің атым, например, София, мне столько-то лет. Не знаю, там создать себе свой мир, да, получается? Ну, именно. да. Ухо не режет, все их устраивает. Это, для нас и для нашей идеи. Я вспомнила вопрос Да, по да. поводу леса. Да. Как человек, как якутский человек, как человек из народа Саха. Айтып қалғасын қырғызша дубляж қылам деп өзлері отырып алып орысша сөйлеп жатат депчи. И иначе вообще даже уму непостижимо, как можно прожить в лесу, в тайге 12 дней. У самой Карины огненные глаза, вот тахарах, мы говорим. Я не хочу сказать, что хороший. Для меня, конечно, он хороший. Я, наоборот, хочу, чтобы зрители оценили. Я снимала у вас фильмы, у вас прекраснейшие дороги. Хотя местные ребята говорили, ой, извините, плохие дороги. Для нас это просто... Самое главное, очень грамотно вы передали именно финальную часть. Она просто рот открыла, смотрит и мне говорит, дубляж, супер. Сам нуждался, чтобы у нас была дистрибьюторская компания. История понятна, то есть нам важно было увидеть состояние этих актеров, то есть и своими голосами, да, поэтому... И, можно сказать, схожесть есть с кыргызским кинематографом, якутский кинематограф. Айтып кетиш керек қой, құнауыз болбосо моей өз кыргызча эле болмок депчи. Якутский фильм стал очень интересным нам, возможно, наши некоторые фильмы. Я хочу сказать про кыргызский дубляж. Хотел как раз про это спросить. Я получила просто колоссальное удовольствие. Это наш первый эксперимент. Но это не означает, что... Природа является невидимым, но вот. А сама Карина, конечно, ничего не помнит. Всем привет, дорогие дамы и господа. У нас сегодня необычный эфир, этноподкаст на русском языке. Почему? Потому что к нам гости приехали из Якутии, потому что этот классный фильм у нас выходит с 23 января, называется «Классная картинка», Карина. Сегодня представители данного фильма, режиссер и продюсер Марьяна Сегин. Добро пожаловать. Здравствуйте. И еще к нам гость Медер Сүйіндіков, это директор дистрибьюторской компании Алча Топ. Все верно? Алчи Топ. Все, отлично. Мы сегодня будем в течение этого подкаста говорить о прекрасном фильме «Карина». Мы его тут недавно посмотрели. Очень такой интересный фильм, основанный на реальных событиях, да, получается. Спасибо, да. Добро пожаловать в нашу страну. Хош булдук. Как я знаю, вы уже живете в Турции, да, получается? Да, я живу, работаю и веду деятельность в Турции, в Стамбуле. Сеган фильм. Пару слов о картинке можно рассказать? О фильме? Да. Фильм основан на реальных событиях, повествует о случае, который произошел в 2014 году в Якутии, когда маленький ребенок 4 лет потерялась в тайге. Из-за этой истории ежечасно следили все СМИ мира, потому что таких подобных случаев, аналогов в мире не существует. И, в общем, это небольшой спойлер, просто скажу, что вот эта история очень сильно меня вдохновила, и я решила про это снять кино. Вот. Отлично. Я тоже почитал в новостях, и
наткнулся на такое, что этот фильм, этим, то есть историей заинтересовали очень многие, но правительство Якутии, они не хотели отдавать именно другим студиям, и они хотели показать красоту Якутии, и чтобы то есть все это снимала студия из Якутии. Это верно? Нет, якутское правительство не имеет права на эту экранизацию, конечно же. Ага. Скорее всего, имеет как бы весомое решение представитель Карины Чикитовой. Вот. И ко мне как раз-таки обратилась уполномоченный попечитель Карины Чикитовой, Альбина Прокопьевна Черепанова. И вот к ней как раз-таки обращались студии из Москвы, другие якутские продакшены, я потом узнала. И она мне рассказала эту историю, сказала, что не хотели бы вы рассмотреть, снять этот фильм. А в это время я снимала, у меня был досъем летнего блока и осенне-зимнего блока в Якутии «Карканат». Это новый тоже проект мой, который, кстати, был досъем в Кыргызстане в 2021 году с кыргызским продакшеном, с кыргызскими каскадерами. Этот фильм тоже будет в релизе в этом году. Отлично. Ваши локации прекрасные. Спасибо. Вот, и я ей сказала, что только после досъема вот этого блока я могу рассмотреть. И так и случилось. Я встретилась с Кариной, и девочка меня очень сильно впечатлила. Удивительная девочка. И я в тот же момент поняла, что мне действительно интересна эта история, и я могу ее снять. Прекрасно. Как я уже ранее упомянул, 23 января, то есть оно уже в экранах Кыргызстана, и этому помог, получается, ваша дистрибьюторская компания, да, получается? И мне такой вопрос, почему именно Карина, почему именно Карину вы именно хотели привезти именно в Кыргызстан? В первую очередь, здравствуйте. Карину, мы заранее не планировали. Вообще, компанию открыл только в прошлом году. До этого 4, уже даже 5 лет ездил по кинофестивалям, киномаркетам и постоянно выбирал. Честно говоря, вообще сам нуждался, чтобы у нас была дистрибьюторская компания. Каждый кто-то дистрибьютировал, привозил, либо старался, а именно чтобы вот полностью открыться как чисто дистрибьюторская компания, к сожалению, не хватало, либо я не знал еще. Вот. И мы с коллегами, в частности, с партнером по данному фильму с Асель Шерниязовой, уже пару лет об этом думали, и причина была вообще такая, что в некоторых киномаркетах, когда фонды выделяют деньги, они говорят, у вас есть одно из условий, там 3 больших условия, там государство, чтобы чуть деньги выделило, чтобы сеть кинотеатров готова была взять, и дистрибьютор. Но мы говорили, что у нас дистрибьютора сейчас нету, тем более тот, кто может деньги выделить. Искали, в итоге сами решили открыть. Вот. И переходя к тому, что как Карина вообще... Первый киномаркет совпал это в Казани. Туда в сентябре прошлого года на фестиваль попал. И на киномаркете я услышал, конечно же, очень много лестных слов о Биище, что было очень приятно. На киномаркете как раз была Асель Умарова, я, с Кыргызстана, кажется, больше никого не было. И речь была о Карине тоже, что сборы большие, и в целом, что это о самой истории. И тогда я еще не задумывался, что буду работать с этим фильмом. Просто приехал, и в этот момент Асель Шерниязова тоже говорит, вот мы будем в Лос-Анджелесе показывать Карину. Почему бы нам не подумать привезти? И мы решили посмотреть, связались с Марьяной, посмотрели фильм, пообсуждали с пару коллегами, и когда получили позитивные отзывы от всех, то тогда уже приступили к работе. То есть так заранее прям не планировали случай. И я очень рад этому случаю, что это оказался якутская история, что это наш братский народ. Да. Вот. И мы даже смотрели фильм сначала на якутском, на якутском языке, без субтитров, без ничего. И все поняли. Но очень хотелось именно показать фильм на кыргызском, с кыргызским дубляжом. Да, позавчера, по-моему, уже
произошла закрытый показ этого фильма, то есть, и мы смотрим, вроде лица кыргызские, Да, голос кыргызский, только имена другие, да, получается? да. Да, это классная картинка, и классно актеры сыграли. И вот мне интересно, очень так удачно подобрали маленькую Карину, актрису. Да, Можешь про это у рассказать? нас был очень мощный кастинг. Ага. Я изначально понимала, что моя Карина должна быть просто уникальной девочкой, Да. уникальной актрисой. Сначала думала, что по практике международной я рассмотрю близнецов, детей. Мы объявили каст, и там же было указано, что близнецы приветствуются. Я не думала, что огромное количество заявок поступит. 328. Мы рассматривали, по-моему, неделю. Но я скажу как продюсер с большим опытом, что нет ничего милее смотреть эти заявки. Каждый ребенок просто... Если плохое настроение, я вот думаю сейчас, или какой-то такой уставшая буду, я буду поднимать эти заявки, рассматривать, потому что каждая из них записывала. Минатом, например, София, мне столько-то лет, я хочу сниматься в кино, у меня есть кукла там, и так далее. В общем, это просто очень мило было. Таким образом, в общем, мы отсеяли, оставили где-то 40 детей, первый тур. Потом позвали на первые пробы. Из этих 40 детей я уже оставила там 9-8. И от них уже София. Но София с самого начала, я на нее обратила внимание. Потому что у нее очень похожие глаза с настоящей Кариной. Очень сильно. И этот факт, я вообще подумала, что, как сказать, Карина, маленькая девочка, как она могла в общем, находиться в лесу в тех условиях страшнейших, где взрослый и, возможно, 2 дней бы не прожил. И я подумала, что у этой девочки должно быть очень большое воображение, очень большой внутренний мир и очень большая фантазия. А у самой Карины огненные глаза, у Аттахарах, мы говорим. Искра жизни у них живет. И у Софии такие же глаза, и они очень сильно похожи. Это был самым главным фактором, когда я увидела сначала фотографию с собачкой, вот такой со своей, а потом уже, когда пришла ко мне на каст, я просто все, я только ее видела. На самом деле я понимала, что, конечно, я могу принимать только решения, но в любом случае кино — это коллективная работа. И у меня были мои коллеги, у каждого был свой фаворит. Но тут уже сработал, как говорится, больше то, что я... Мой голос. Самый голос. И как она проявила себя на площадке? На площадке, вот как раз-таки у нас выйдет фильм о фильме, и там очень много вот именно закулисных моментов, именно по работе с детьми, и в общем, именно с Софией. Это мой первый режиссерский дебют. Я как продюсер сняла очень много картин, и они все кассово удачные, успешные. Открылись новые имена в якутском кино режиссеров под моим продюсированием. Но на этот фильм я решила сама снимать. Во-первых, у меня история очень близка мне самой, с моим детством. Я бы так сказала, что очень много параллелей с самой Кариной. Поэтому я поняла, что я сама должна это снимать. Во-первых, режиссеры отказываются работать с маленькими детьми, и причем и с собаками. И с Кариной вышло так, что... с Кариной, говорю, с Софией, с актрисой, у нас сразу произошел контакт. У меня есть такое, что дети меня очень сильно любят, и я их очень сильно люблю, и они иногда порой забываются и думают, что я не взрослый человек, а ребенок. И начинают играть со мной всегда. Куда бы я ни приходила, дети вот так с собой ведут. Мне просто пришлось из себя сделать очень взрослого, строгого человека. Бы не затискать ребенка, не поиграться с ней. Поэтому я, в общем, очень себя сдерживала. И мы с ней договорились. Эджи, мы называем Эджи, у вас тоже. Эджи. Ага. Эджикер, посмотри на сестру, я тебе сейчас буду показывать. Я ей показываю, я объясняю, рассказываю. Маленькая девочка в лесу.
Она сейчас должна вот это сделать, и посмотри, как я это делаю. Она смеется, ухахатывается и повторяет за мной. И она до такой степени органична, по-моему, не было ни разу, чтобы она посмотрела на камеру. Я даже те трюки делала, как взрослые актеры, 12 дублей у меня делали. В этом фильме вообще очень сложно было, потому что у меня всего 4 профессиональных актера. Все актеры, которые там были, это люди талантливые из народа. Я сделала каст. Короче, вот так вот. И даже вот те, которые взрослые актеры, профессиональные, не могли с первого дубля сделать. У меня девочка делала с первого дубля. Вот такая она вот уникальная девочка одаренная, да, получается? Она И талантливая, как видим в фильме, съемки проходили не в самых благоприятных условиях, да, получается, в лесу. Вы знаете, очень, можно сказать, схожесть есть с кыргызским кинематографом, якутский кинематограф. Мы выезжаем... Ваши истории, которые происходят не в городе, они такие же, как и у нас. Получается, натурные съемки, которые есть, они всегда происходят на природе. Но у нас за неимением инфраструктур условия гораздо сложнее, чем у вас. Я снимала у вас фильмы, у вас прекраснейшие дороги. Хотя местные ребята говорили: ой, извините, плохие дороги. Для нас это просто суперские дороги. Есть интернет, есть связь, электричество. Это очень комфортно было мне, например, здесь снимать. А там, да, действительно, к сожалению, вот в этих местах нету никакой инфраструктуры. Например, я выбрала вот эти места, это Южная Якутия. Почему-то многие думают, что география Якутия, она должна быть снежная, возможно, тундра, олени. Ну, у нас до такой степени большая республика, что долететь с одного края на другой край бывает там 4 часа на самолете. Даже не с одного края, с середины до севера, например, да. А мы доплыли до тех мест, где ни один еще кинематографист не вступал. Во-первых, там нет дорог, и надо было плыть 16 часов на теплоходе. А оборудование отправлять водой, грузом 36 часов на теплоходе или 40 сколько-то часов было. А это оборудование я везла еще с Петербурга на Москву поездом, а потом с Москвы до Якутии 6 часов на самолете, сколько-то тонн, а потом уже водой. А потом оттуда уже как приплыло, получается, мы оттуда уже возили в Быгыктах, это где вот наша кинолокация была. А это было ровно 18 километрах от мест настоящих поисков фильма. Я хотела показать достоверность. Очень интересно. К вам тоже такой вот интересный вопрос. Вот уже этот фильм в больших экранах уже показывается. Какие отзывы людей, которые уже посмотрели на этот фильм? Ну, я еще не успел встретиться с людьми, кто уже посмотрел. Просто организационных моментов было очень много. Я, честно говоря, даже эти 2 ночи еще и не спал после этого. Может, на закрытом показе вам что сказали? Нет, вот именно на закрытом показе даже когда все фотографировались, я уже убежал, потому что там мне телефон трезвонил. Но обычно, может быть, это в силу нашего менталитета, но, наверное, в первую очередь говорят же лестные, хорошие слова. Вот. Их всегда приятно принимать, но, может быть, это не всегда правда, поэтому я как бы не судил, потому что говорят же мне, который привез фильм, мне больше интересно, когда люди между собой обсуждают, какие вот отзывы, да, то есть им перед друг другом можно как бы не скрывать правду. Вот когда такие вещи доходят, это более интересно. Но, честно, я еще даже не успел. Не успел, да. И стараюсь пока, сам не тревожить людей, не спрашивать, да, не инициировать этот разговор. А можно я дополню? Конечно. У нас работает пиар-компания местная, и у нас очень хорошо выстроена маркетинг-компания. И благодаря работе наших маркетологов мы видим на самом деле на сегодняшний день, какие отзывы есть.
Они есть у нас на Карина фильм nokta.kg. KG. KG. Ага, и там можно увидеть отзывы. Но это были вот как раз-таки люди, которые медийные персоны были, Да. были руководство страны, и вот эти отзывы можно посмотреть. Но самый главный отзыв, конечно, мы ожидаем от нашего зрителя. И уверены, что эта история будет близка не только другим странам. Например, фильм очень тепло восприняли в Якутии, поэтому он был в прокате с октября по декабрь, скажем И, так. Как я знаю, в он кинотеатрах. собрал рекордное количество. Да, 53 миллиона рублей почти. Если быть точной, 52 700 тысяч. И Это очень даже хорошо. мы показывали вот в Лос-Анджелесе, во Франции, в Казахстане очень тепло восприняли, судя по сборам, мы смотрим, что народ идет, сарафан есть. Вот, и, ну, со своей стороны, что хочу сказать. Хвалить фильм, конечно, создателю это как-то нонсенс, не камильфо, но просто хочу сказать, что мы вложили душу в этот фильм. И над созданием фильма работало огромное количество людей со всего мира. Как я говорила ранее, продакшн мы сделали в Турции, сборка, монтаж начинался с Кыргызстана, со всего Памирского тракта, закончился в Южной Америке. Графику делали в Новой Зеландии. Ну, в общем, по всему миру мы работали. И самое главное для нас, что мы сделали качественный контент. Да, это точно. Да, и поэтому я надеюсь, это уже как зритель воспримет. Отлично. Вот такой вопрос. Вы перед съемкой фильма, я думаю, не раз беседовали с самой Кариной, да? Знаете, не обязательно беседовать с ребенком, тем более ей было там очень мало лет, и она не помнит, что с ней было. Вот это мне очень интересно. Да, потому что все, что вы видели, все, что касается взрослых персонажей, которые могут ответить на вопросы, ты можешь анализировать. Например, когда мы писали сценарий, мы решили, что будем консультироваться с реальными спасателями и исследователями, которые вели дела, и соучастниками, те люди, которые участвовали непосредственно в поисках фильма и, получается, были свидетелями тех событий. Вот. А сама Карина, конечно, ничего не помнит. Но вы с ней беседовали? Конечно. И получается, что детская линия — это наш вымысел. Да. Там очень много личного, например, сны ее и прочее. Это вот, конечно же, чтобы сделать более красочным ее внутренний мир, показать ее. Да, во время просмотра хотелось еще больше, не знаю, детской. Я думал, она там, не знаю, там создаст себе свой мир, да, получается. Именно. Да. И иначе вообще даже уму непостижимо, как можно прожить в лесу, в тайге 12 дней и ночи маленькой девочки, что она кушала, как она ходила. Единственное, что сказала Карина после просмотра, после якутской премьеры, я ей сказала: не держи в себе эмоции, если захочешь заплакать, плачь, вообще не надо стесняться слез. Делай, как тебе захочется. И она заплакала, и она сказала, что она вспомнила, что было ровно так, как ее нашли и как ее привезли домой. И это она вот вспомнила. Что было до? Ну, конечно, она этого не помнит. Ребенок был маленький, и я, например, не помню, как мне было 4 года. Вы помните? Нет, скорее всего, нет. Но то же самое. Но если бы я прожил, выжил бы 12 дней, получается, на таких условиях, я бы, думаю, хотя бы что-то запомнил бы, нет? Может быть, она и запомнила, но об этом она не хочет пока, по крайней мере, сейчас говорить. Я думаю, так. Ну, как сказать... Очень интересно. Что еще я заметил, то что вы показали очень красивую природу Якутии. Она одновременно очень красивая и очень страшная. То есть потому что ты видишь начало, не видишь конца этого леса. И если представить, что в нем потерялась маленькая девочка, и вся спасательная группа искала иглу в стойке сена, да, получается. Были маленькие следы, как мы видим, да, это, оказывается, было и вправду вот так, то есть потом показываете реальные кадры этого фильма, и от этого становится еще страшнее, да, что это было реально времени, что это было все реально.
И как народ Якутии все это сам воспринял? Он очень тепло воспринял, поэтому, собственно, и ходили в кино. Мгм. А некоторые по 2 раза ходили. Вообще для нашей республики это в первый раз такие цифры мы видим. Мы сами, я на самом деле думала, что 30 миллионов он соберет. Я жестко ошиблась, хотя я очень опытный продюсер. Но тут надо только радоваться своей ошибке. Это хорошо. Вот, и нам до сих пор пишут очень хорошие отзывы, благодарят за то, что рассказали эту историю. И был до этого какой-то вопрос, я вот думала, сейчас буду отвечать. Ну, пока вспомнишь. Да, вспомню. Я хотел сказать, вот Марианна упомянула, что у нас пиар-компания. Это имени сказала, это Азо Групп. Мы с ними работали, очень довольны даже. Но это не как реклама, просто мне про отзывы же тоже говорили. Мне понравилось то, что приятно было, не сколько понравилось, было приятно то, что Марианна говорит, она работала и в других странах тоже. И она говорит, я хочу вашу эту группу, кто именно пиаром занимался, даже в другие страны привлечь. Но я думаю, это самая лучшая оценка. Вот. То есть мы как Алчитоп, мы аутсорсили некоторые вещи. Вот. И, пользуясь случаем, тоже скажу, что дубляж, это помогло нам Кыргызфильм, субсидировал. Вот. Все это мы вместе делали. И Айтыш-фильм, в лице Колобека Шерниязова тоже. У нас было просто очень мало времени, нам приходилось все быстро-быстро решать на ходу, то есть мы даже не планировали. У Марианны были контракты выходить на стриминговую платформу других стран, и я вот благодарю ее, то, что она именно ради Казахстана и Кыргызстана приостановила. То есть они еще в октябре-ноябре должны были выйти. И когда мы начали переговоры, она сказала, ради таких братских стран я приостановлю контракт, и только после проката в Кыргызстане и Казахстане она уже даст им добро. И мы поэтому в полную силу начали вот с ноября работать. И, спасибо Кыргызфильму, что помог и деньгами, и специалистами. Вот. То есть эту часть мы полностью отдали под их руководство, и совместно с Айтыш-фильмом это произошло. Я хочу сказать про кыргызский дубляж. Да, хотел как раз про это спросить. Я получила просто колоссальное удовольствие во время просмотра фильма. Я сижу, тут сидит Софа, рядом сидим, а она просто рот открыла, смотрит и мне говорит, дубляж, супер. Это было просто великолепно. Во-первых, я очень сильно боялась, ладно, взрослые, а тут девочка, а тембрально, как Колобек нашел Арюке, просто один в один. Она говорит, это как будто я говорю. Я говорю, да, тембрально сильно, просто полное, 100%, 1000% попадание. В этом и... Потому что все же строится на Карине. Да. И это просто мощная работа. Колобек сделал просто что-то с чем-то. Я думаю, вот Кыргызфильм, на базе Кыргызфильма это все делалось, Айтыш-фильм сделали просто потрясающую работу. И мне кажется, они, в общем, сделали первый мощный шаг для полного дублирования иностранных фильмов. То есть, если эта практика была, возможно, разовой, сейчас это может быть на вот таком уровне. Я сижу, создатель фильма, говорю, что это просто супер. Классно. Я знаю турецкий язык, я знаю якутский язык, и я сидела, я не читала субтитры, я на 75% понимала, о чем говорится. Это было удивительно круто. Я получила просто кайф. Отлично. Как ранее говорил Медер, мне кажется, посмотреть этот фильм, даже звук не нужен. Поэтому по картинке, по ситуации, по игре актеров видно их переживания, как все это происходит. И самое главное, очень грамотно вы передали именно финальную часть. Спасибо. Да. Я вспомнила вопрос по поводу леса. Как человек, как якутский человек, как человек из народа Саха, естественно, и вообще волна якутского кино, которая очень бережно и трепетно, с большой любовью, с большой гордостью преподносит историю непосредственно леса, природы.
для нас, конечно, очень важно. И в этом фильме природа является невидимым, но почти основным героем этого фильма. Вот такой вот ответ будет. Спасибо. Отлично. Мне вот интересно стало, если Карина, якутский фильм стал очень интересным нам, возможно, наши некоторые фильмы, может быть, были бы интересны именно в Якутии, как вы думаете? Насчет этого вопроса я вот как раз-таки позавчера, по-моему, разговаривала тоже с коллегами, с ребятами, что было бы интересно посмотреть. Например, «Рай под ногами матерей», возможно, «Шамбала», возможно, какой-нибудь новый фильм, который есть. И я думаю, вот такой вот культурный обмен работами был бы интересен, неинтересен, я не могу сказать. Все-таки это зависит от дистрибьютора, который должен поверить в фильм. Если дистрибьютор не выберет этот фильм, то это уже, как говорится, если, например, Медер выбрал этот фильм, и он увидел потенциал, насколько он мог бы хорошо лечь на нашу культуру, например, он бы сказал, и вот он это сделал. То же самое с Кариной делают не только наши тюркские страны, родственные, да. Карина выйдет и Южная Америка. Это вообще как бы история универсальная, можно сказать. Универсальная и всеми понятная. Некоторые без дубляжа это будут делать, но в любом случае, если кино имеет хорошую тематику, очень хорошего качества, то ты можешь продать этот продукт куда-нибудь, в любой стриминг, в любую страну. И вот так вот. Все-таки это тоже зависит от ряда факторов. Конечно. Но я знаю, что у вас есть неплохие, достойные картины, и пробовать стоит пытаться тоже. Но со стороны Турции, я вот скажу сейчас больше, наверное, да, что на турецкий кинематограф очень большое внимание обращает на все продукты из наших тюркстран. И я думаю, вот «Рай под ногами матерей», насколько я понимаю, что он сейчас на слуху у нас в Турции, и, скорее всего, его тоже приобретут некоторые стриминги. Насчет синема-релиза не уверена, но очень популярны стриминговые каналы. И они могут купить и центральное телевидение, плюс Turkish Airlines. Я думаю, да. Вообще, как бы, это такой некий такой первый пробный опыт по тюркстранам, потому что следующий наш проект, который вот Харканат, который я здесь снимала, он опять-таки он вообще тюркский. То есть якутские актеры, команда, сейчас тоже постпродакшн Турция, кыргызстанские локации, кыргызстанская команда, из Монголии актеры, из Казахстана актер. Такой вот тандем из 5-6 стран. Я думаю, мы немного подготавливаем зрителя к большому проекту. Это фэнтези. Фэнтези по референсам, если брать, то «Властелин колец», «Игра престолов», «13-й воин». «13-й воин», если вы смотрели, да. Немного схоже. И история тоже происходит в Средневековье. И там очень большая работа компьютерной графики сейчас идет. 2 года только делаем компьютерную графику. У нас и монстры, и чудища. У нас есть Алонхо, например, наш культурное достояние Алонхо. И такое эпос, есть да? Только эпос. Да, эпос. Да. И такое есть, как Алонхо, только у одного народа. Угадайте, у кого? Кыргыз? Да, Манас. Все. Больше ни у каких народов нету вот такого эпоса. Да. У нас героический эпос, и получается, вдохновившись этим эпосом, и создана эта картина. Наши ботуры спускаются в Нижний мир вызволять красавицу от рук чудовищ. И мы сейчас сидим и работаем над графикой вот этих монстров. А снимали мы его здесь. Классно. А где именно снимали? Сказка. Сказка, да. На Южном берегу, да? На Южном берегу, да. Потрясающе. Очень интересно, очень уже будем ждать. И когда будет релиз? Маркет-премьера будет в Каннах в этом году, в мае. После этого, скорее всего, я думаю, где-то 3-4 квартал этого года. Очень интересно. С подготовкой, с хорошей подготовкой по нескольким странам.
Я хочу, вот там литературный якутский язык. И мне бы хотелось посмотреть, ну, как бы обязательно будет дубляж, как воспримет публика кыргызская на то, как будут смотреть фильм на литературном кыргызском языке, практически эпос. Вот это мне интересно. И какая-то часть на монгольском языке по действию фильма. Монгольские ботуры, воины тоже есть. Наши потрясающие актеры. Да. Отлично, очень-очень так заинтриговали. Спасибо. Будем с нетерпением ждать. Пока что будем любоваться, радоваться и переживать вместе с Кариной. Будем... Это, получается, фильм, как говорится, стал гимном для спасателей Якутии, да? И не только для Якутии. Да, на самом деле, потому что сегодня у нас будет встреча тоже со спасателями Кыргызстана. Ага. Мне очень важно вообще увидеть этих людей. Для меня спасатели, любые спасатели, будь то из Якутии, из Кыргызстана, из Казахстана, из Турции, это вообще герои. Потому что я, когда вот работала над архивами создания фильма, я пообщалась со спасателями, и я поняла, что это абсолютно, я не знаю, люди как будто... Ну, мы кинематографисты, вы, ребят, знаете, что мы, если мы идем на площадку, все, мы можем там и переработки, и работа в страшных условиях, то дождь, хоть что, нам, в общем, короче, мы будем стоять, пока не знаю, нас не снесет ветер, и мы пока удачный кадр не снимем, мы будем с горящими глазами, а потом будем все радоваться, говорить, yes, там, что-нибудь такое, да? Мокрые такие, да? А они такие же. У них абсолютно, я вот, ну, скажу, отсутствует чувство самосохранения. Я не знаю, они, жертвуя своей жизнью, они зайдут в горящий дом, чтобы вытащить. И это, я не знаю, просто чтобы быть спасателем, это надо быть совсем другого уровня и понимания вообще ментальности человека, что у тебя доблесть и храбрость, она намного выше, нежели чем у обычного человека. Я в 23-м году было ужасное землетрясение в Турции, знаете, 6 февраля. И мы поехали всего там 3-4 человека, мы снимали по 10 городам пострадавшим документальный фильм об этих ужасных условиях. И тогда конечно же, мы сталкивались со всеми спасателями и сами участвовали в спасательских работах, и мы, в общем, сняли вот такой очень документальный фильм. Наверное, это самые сложные мои съемки были, конечно, потому что никогда я не видела столько смертей и, в общем, разрушений. Но вот образ спасателя, который я заложила еще при Карине, я увидела отчетливо там, в Газентепе. И сейчас скажу, кыргызские спасатели, Арамакуштал, вот так называют же, да, они просто... Тем не менее, я еще раз скажу, в Якутии у нас нет инфраструктуры, а во время землетрясения, при таких больших землетрясениях, связь работала идеально. Дороги тоже, все. Но и поэтому у нас быстро по WhatsApp, по всему расходились новости, везде, в ТикТоке. Кыргызы приехали, наши братья говорят, и построили чадырлар. Чадыр. И об этом, смотрите, короче, короче, все об этом говорят, все люди, которые вот работают, наши кыргызские братья. Благодарность очень большая у туркского народа, кыргызам. Об этом и в новостях говорили, везде говорили, и мы давай искать этот чадырлар. Тоже ездили, снимали, в общем, короче, вот такие вот храбрые люди. Настоящий герой нашего Настоящий времени. герой, потому что, например, мы думаем, что герои кто это сегодня? Блогеры, там, я не знаю, кинематографисты даже могут быть, актеры. Не. Это люди, которые спасают человеческие жизни. Вот кто настоящий герой. И нет ничего важнее человеческой жизни. Это точно. Такой вопрос, Мейдар, вам. Что вы почувствовали, когда первый раз посмотрели мне эту картину? То есть сейчас вы сказали то, что посмотрел именно на родном якутском языке. То есть мы, когда выходили из премьеры, из фильма, тоже вот были заинтересованы смотреть именно на родном языке. То есть как это все звучало именно на якутском, потому что мы осознали после просмотра фильма, что язык тут не важен, он хоть на корейском, тут история понятна, то есть нам важно было увидеть состояние этих актеров, то есть и своими голосами, да, поэтому я хотел этот вопрос вам задать, то есть что вы почувствовали, когда посмотрели на иностранном языке, то есть на родном языке, и может быть именно это вам был
киноны Кыргызстанга алып келүүгө себеп болду да? Ну, я его понял не из-за того, что только эмоции. Эмоции, да, но сам якутский язык. Я сначала, когда поставил, я даже, я думал, он сейчас будет на русском. Нам как бы ссылку выслали, я думал, он будет на русском. И он шел на якутском, я думал, ну ладно, бывает же в фильмах сначала оригинальный язык показывают, а потом переходят либо титры, либо дубляж. Вот. Ждал, смотрю, он продолжается на якутском. Вот. Но потом я начал понимать, что уже где-то 40% понимаешь. А потом иногда бывает же вот слова по ситуации. Ты понял, что это значит? Когда второй раз повторяется, ты уже знаешь. И к концу фильма я уже, слов 10-20 уже знал на якутском. Помимо того, что некоторые слова были понятны, да, они были похожие. Ну и там же мало говорят в фильме. Вот. А если возвращаясь к вопросу, почему он мне понравился, наверное, то, что это вот про силу духа, то, что девочка хотела жить, может быть, сама того не осознавая, в экстремальных условиях 12 дней. Вот. И это каждый раз меня как бы подстегивало, да, потому что я не знал тогда, что девочка выжила. Когда я смотрел фильм, я не знал. И это меня больше интриговало. Спойлер. Спойлер. Мы потом... Да, это меня интриговало. Я вот хотел посмотреть, как они ищут, вот то, что они по следам, там кто-то что-то видит, вспоминает. Но весь алгоритм действий вот спасателей мне это очень заинтриговало. И поэтому, возвращаясь, то, что я выбрал, то, что мне понравилось, для меня на самом деле это не всегда значит надо брать фильм. Потому что, я же частный случай один, я не могу отвечать за всю аудиторию. Поэтому и впредь тоже я буду обычно советоваться с коллегами, какой-то брейнсторминг делать, чтобы понимать, вести фильм или не вести. И, хочу, забегая вперед, сказать, это не означает, что мы только будем думать, заработает ли или нет. Мы хотим хорошие фильмы привозить. Может быть, мы и в минус выйдем. Хорошо, если, как говорится, по нулям отобьем. Здесь была еще причина, что мы хотели именно на кыргызский перевести. Вот, именно на кыргызский перевести, тем более, так как якуты и нас трудно вот так сейчас различить, как бы многие это заметили там в фильме. В этом плане это был идеальный вариант. В этом плане это был идеальный вариант переводить. Если бы эта история была не основана на реальных событиях, мы, может быть, даже имена поменяли бы людей в фильме, но так как это на реальных событиях, поэтому мы как бы оставили все имена и фамилии. Вот. Но это для того, чтобы как бы люди бы, может, только потом в конце бы узнали, что это якутский фильм. Нам, честно говоря, даже говорили, что с кыргызским дубляжом вы даже дубляж не отобьете. Вот. И заблаговременно, когда я вот еще размышлял, браться за этот фильм, за этот проект или нет, но я тогда себе сказал, нет, я все равно сделаю его с кыргызским дубляжом и посмотрим. Как бы это эксперимент. Это эксперимент. И я был готов на то, что если даже, ладно, в минус уйдем, зато посмотрим реакцию. И как бы не останавливаться на этом. Сегодня первый день, мы еще даже не знаем, какие будут результаты, как воспримут именно кыргызский дубляж. Я уже посмотрел некоторые залы, то, в принципе, очень хорошие показатели уже зрители есть. Да, вот посмотрел. Даже мы не посмотрели еще. Круто, да, отлично. Это круто. Знаете, после просмотра этого фильма у меня было такое мнение, то есть я очень часто задавался вопросом, как это такое возможно, как это так, то есть как. Я не верил до конца, то есть пока я сам не увидел статью, сам не увидел эти факты. А потом ко мне пришло такое осознание, что она же не знала, что такое невозможно. То есть она не знала, что 12 дней — это слишком много для человека, который
не знаю, такого вообще, нет? это, еще раз говорю, в мире нет такого случая, чтобы такое вообще произошло. Да. Есть замечательная книга у Стивена Кинга, девочка, которая любила Тома Гордона, бестселлер. По нему хотят снять кино, большие студии, и очень долго договариваются. Я слышала, что вроде канадская компания пару лет тому назад приобрела права. Когда они снимут, тоже интересно. Но эта девочка, это вымысел, во-первых. А во-вторых, ей было 9 лет. В-третьих, она провела не 12 дней в лесу, но, тем не менее, есть такой бестселлер, книга. А этот случай произошел действительно. Во-вторых, в тех условиях, где взрослые люди порой не выживают. Лес, тайга, вот сибирская, якутская, она просто дичайшая. Медведи, волки, и все это есть. Плюс пожары, которые были постоянно. И до сих пор у людей остаются загадки, как вы сказали. Как она могла это выжить? Как она могла выжить? Из-за этого вопроса люди создают какие-то прекрасные вещи, скажем так. История Карины вдохновляет многих творцов со всего мира. В Южной Америке написан мурал, огромный мурал с Кариной. То есть она стала символом жизни, стойкости не только северного народа Саха, самого северного тюркского народа Саха, но и она вдохновляет людей по всему миру. По всему миру пишут они статьи, пишут книги, стихи пишут. Это удивительно, потому что маленькая девочка, история Карины заставляет людей верить в чудо. Вот самая главная сила этого фильма, я считаю. Потому что мы, люди 21 века, при тяжелых нынешних условиях, переживающие за инфляцию, возможно, за разные неудачи жизненные, которые есть. Порой иногда забываем, что самое главное — это всегда верить в добро, всегда надеяться, и что сила духа, она может заставить перевернуть моря и океаны. Да, это точно. Больше у меня вопросов, в принципе, нет. Это очень классная картинка. И я хотел сказать то, что каждый кыргызстанец должен посмотреть эту картину. Это замечательный фильм. И, кстати, у нас есть такой традиционный вопрос. Можете сказать своим зрителю конкретно 3 причины, почему именно ваш зритель должен посмотреть ваш фильм? В мировой киноиндустрии в практике очень редко, когда бывают дети-самородки. Такой случай был с Макалеем Калкиным. Если вам нравится смотреть на выдающуюся детскую игру, на игру Софии и в исполнении дубляжа Рюке, то вы должны посмотреть. Это второе. Ну и третье. Потому что мы тюркские народы, братские, и должны знать культуру друг друга. Я считаю так. Спасибо. Да, как вы ранее сказали, то, что если бы не сказали, что это сделано в Якутии, то есть если бы имена поменяли, то, скорее всего, многие поверили бы, что это кыргызский фильм, потому что там все в один. Да. Даже быт. Даже быт, точно то же самое. Пару слов, ваше мнение, почему именно наш кыргызстанский зритель должен посмотреть именно этот фильм? Ну, мне кажется, первое, это будет хороший дубляж, да? Да, верно сказали. Я только хотел сказать единственное, то, что все остальное уже перечислила Марьяна. Я не хочу сказать, что хороший. Для меня, конечно, он хороший. Я, наоборот, хочу, чтобы зрители оценили, посмотрели. Конечно же, будем искать отзывы. Возможно, будем улучшать. Всегда есть куда стремиться. Да. Это наш первый эксперимент. Но это не означает, что вообще в истории первый дубляж был. Просто за последнее время именно, чтобы кыргызский дубляж фильмов, которые не из Центральной Азии. Вот. Хотели бы, чтобы посмотрели и сказали, кажется ли он естественным. Обычно, конечно, вначале это может быть заметно, но потом, если он сам ухо не режет, все их устраивает, это для нас и для нашей идеи, а для
работы Калыбека Айтышвильма и Кыргызфильма это будет самая большая похвала. Ну, как я говорил, это вот основная наша первая цель была привести этот фильм и с кыргызским дубляжом. То есть сейчас мы будем подыскивать, это не говорит, что это 100% всегда будет. Некоторые фильмы, может быть, будут с кыргызскими субтитрами. Ну, например, если это там с Казахстана, с Узбекистана будет, там люди могут и так понимать речь. А такие картины, которые, если будут совсем на иностранном языке, там, конечно, да, мы будем стараться кыргызский дубляж. Но как минимум мы будем стараться с кыргызскими субтитрами. Отлично, спасибо большое. Хотелось бы добавить маленькую ремарочку и спросить, во сколько обошелся этот фильм? И дорого ли снимать фильм в Якутии? Я сначала дополню то, что сказал Медер по поводу дубляжа. Я считаю, что дубляж, который еще раз сделан, он просто потрясающий. И именно вот эта работа, именно этот принцип, который выбирает Алчтоп компания, мне очень сильно импонирует, во-первых, потому что оно несет несколько ряд колоссальных таких важных целей и задач для подрастающего поколения. Это сохранение и развитие национального языка. Во-вторых, это просто приблизить историю еще ближе к вашему зрителю, я считаю. Отлично. Вот по поводу вашего вопроса. Порядка 450 тысяч долларов, потому что мы снимали в 2021 году. Съемки тогда были по другому курсу. Рубль, конечно, упал, поэтому если в рублях считать, это на сегодняшний день просто 30 с чем-то миллионов будет. На самом деле, если в долларах считать, 450 тысяч долларов. Вот. Это небольшие деньги вообще для мирового кино это вообще небольшие деньги, вы сами понимаете. А для якутского кино это, конечно, большой бюджет, и не каждая студия может позволить себе снимать за такие деньги. Вот. И вот. Ну, просто приглашенных специалистов было много, и, как сказать, оборудование, которое обошлось очень-очень дорого. И съемки велись на самых отдаленных локациях, да. Прям. Айтып кетиш керек қой, қонағыбыз болбосо маегибиз кыргызча эле болмок депчи. Ооба. Мен чындыгында биринчи жолу орусча алып бардым бүгүн. Биздин коногубуздун урматына анча мынча бизден келсе кечирим сурайм. Ошо мен да ошону кечирим сурайын деген коногубузду сыйлап орусчага эң баштан өткөттүк. Ооба. Айтып калбасын кыргызча дубляжды кылам деп өзүлөрү отуруп алып орусча сүйлөп атышат депчи. Бир кызык болуп калат да. Ооба. Алыстан атайын Якутиядан, Турциядан бери келип атса, биз дагы ошо келген коногубузду сыйлап бүгүн эфирибизди орусча алып бардык. Биздин коногубуз анча-мынча түшүнөт экен, Вы немного понимаете. Жай сүйлөгөндө. Өтө жай сүйлөш керек. Когда медленно. Когда медленно разговариваем, уже Я ваш конушсун, а хапсина млачаю. Абдан жакшы. На этом я могу, в принципе, завершить наш такой теплый, уютный разговор. Мне кажется, мы сегодня классно обсудили над очень хорошим фильмом, над очень хорошей картиной. И хотел бы призывать всех наших местных зрителей, кыргызстанцев, обязательно к просмотру данный фильм. Посмотрите на работу наших братьев из Якутии. С нами была сегодня Мариана, режиссер и продюсер данной картины, а также Медер, директор дистрибьюторской компании Алчтоп. Наконец-то выговорил. До новых эфиров, до новых фильмов. С вами это подкаст и Саламат Иманов. Всем пока. Өтө олуттуу маселебиз бар. 4 күн мурун Якутиянын Олом аймагында бир кыз жоголду. Карина Чикитова, ал болгону 4 жашта. Баарын карагыла. Ар бир бадалдын түбүн, ар бир жарды
Бир куткаруучу 10 ыктыярчыга жоопту. Өлүүбү же тирүүбү? Кызды табышыбыз керек.